23 единицы техники, 12 инженерно-технических работников и 380 рабочих. Такова общая численность сил на спортивном объекте сегодня. И этого крайне мало. Это первое, на что обращает внимание во время осмотра Владимир Уйба. Здесь сейчас знаете, сколько должно быть людей? Как муравьев, извините. Все поле должно быть в людях. А у вас возится здесь 5 человек. Не 5, извините. Не 5. Слушайте, я еще раз говорю, здесь должно быть, вот на этой площадке должно быть сейчас 100 человек. То есть в это время сейчас, это просто я еще раз говорю, ну посмотрите, какое время. Ну, польза технологии не позволяет. Тепло, плюс, солнце. Ну блин, ну у нас 10 человек, ну что это такое? Реконструкция на объекте была начата в декабре прошлого года. Работы выполняет подрядная организация из Сербии. Ее представители с претензией согласны. Отставание есть, темпы строительства нужно ускорить, но не хватает рабочих рук. И всему виной пандемия. Из-за нее границы закрыты, и сербский подрядчик попросту не может привлечь своих сотрудников в полном объеме. Пробовали искать специалистов на республиканском рынке труда, но на 100 вакантных мест за последний месяц удалось найти лишь 2 рабочих. Давайте, включайте меня, что вы ждете? Что границы закрыты? Откроем границы. Это объект, престиж России. У нас на сегодня все оборудование пришло, основное, которое... Если нужны люди, давайте, какие проблемы? Я пойду и открою границы, не вопрос, сколько вам надо человек и откуда. У них на сегодня 16 есть, сейчас заявочки наберут. 2 у вас есть? Ну, что 16, 2, какие 16? А сколько человек там надо? 50-60. Ну так давайте, что мне нужно? Какие проблемы-то? Никаких проблем в этом нет. Никакие границы, под такие объекты не закрыты, не выдумывают. Если нужны были люди, это нужно было делать и месяц назад, и 2 назад. И никто никакие границы под этот объект не закроет. Владимир Уйба обещает с ходатайством обратиться в правительство России. Он уверен, разрешение привлечь дополнительных специалистов подрядной организации удастся получить. Впрочем, сами сербские строители не теряют веры в то, что успеют к назначенному времени. Так уже установлены новые мачты освещения. Сейчас в самом разгаре обустройство трибун. Идет монтаж системы вентиляции, канализации, тепло- и водоснабжения. Параллельно специалисты укладывают стены и перегородки и занимаются внутренней отделкой. На основном поле идет монтаж системы хлодоснабжения ледовой арены, на запасном – подготовка фундамента трибуны и обустройство ледовой площадки. Сейчас монтируем металлическую конструкцию на трибуне, подготовка для засыпки шевня и устройства поля для хоккея. И заканчиваем бетонную конструкцию на западной трибуне. Это быстро делается, но в течение сентября мы подготовим и основное поле для хоккея. После реконструкции Сыктывкар получит современный спортивный объект с ледовой ареной, беговыми дорожками, площадками для стритбола и воркаута, игровыми площадками, тренажерным залом и легкоатлетическим манежем. Общая вместимость трибун более 8600 человек. 5 входов будут оборудованы металлоискателями, рентгено-телевизионной установкой и газоанализаторами паров взрывчатых веществ. А еще здесь будут установлены 290 камер видеонаблюдения. Очень мультидисциплинарное спортивное сооружение, то есть не только 2 ледовые арены для хоккея с мячом, плюсом к этому внутри трибун дорожки, по сути это легкоатлетический манеж внутри трибун, плюс дополнительные, как я сказал, вот мультидисциплинарность, это и волейбольные, и баскетбольные площадки, большой функциональный спортивный объект, который будет по наследию после чемпионата мира передан для занятий физкультурой и спортом людям, которые любят спорт. Это и детско-юношеские школы, и школа Олимпийского резерва. Впрочем, пока задача номер 1 – как можно скорее перебросить на объект высококвалифицированных специалистов. Первым делом нужны сварщики и монтажники. Любовь Лапина, Анастасия Калмыкова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.